Каждый день новые фильмы на anwap.org. Заходи, качай и смотри онлайн бесплатно. Группа из Dream представляет Золотой монах. Сын Чин 4 лет, как император, восходит на трон в этом молодом возрасте. Высокопоставленные чиновники помогают ему управлять. Район Хань в большом беспорядке. Злые духи подавляют регион. Люди живут в страхе. Человеческий мир изобилует мастерами ловли демонов. Они предотвращают поток зла господина трех миров. Похоже, что ловцы демонов — это не очень хорошие люди. Сейчас жители области Хань живут в страхе. Тут есть ловцы демонов, нам правда повезло. Но мне это дорого стоило. К счастью, на двух мужчин не нужно было тратить деньги. Они здесь. Проклятие! Там, где есть бесплатные ловцы демонов, это нарушение правил. Покажите свои способности. Если нет, убирайтесь отсюда. Не волнуйтесь. Я хочу кое-что. Вы такой замечательный. Попробуйте погулять. Ты не послала двух учителей за помощью? Почему их не видно? Может, их съели невидимки по пути? Это... Там невидимка!
Девушка, ты можешь найти что-нибудь поесть своим лицом? Почему так грубо? Что ты такое? Храбро пришел сюда устраивать беспорядок. Я не скрываюсь. Храм Сень-Куань послал меня сюда, чтобы поймать невидимку. А вы учитель из храма Сень-Куань? Да, это я. Мой учитель сказал, что здесь есть невидимка, что есть людей, поэтому мне сказали осмотреться здесь. Извините, как вас зовут? Мир дьявола дал мне прозвище. Любимый людьми и уважаемый призраками. Неподавляемый ловец демонов Мужун Цень. Это здорово. Отлично! Меня зовут Будун. Ты монах? Зачем тебе волосы? У меня волосы с рождения. Ножницы не в состоянии отрезать их. Наставник однажды попробовал 7 раз отрезать мои волосы, но не смог. Это судьба, поэтому я храню свои волосы. Вот он. Убить! Мы умрем? Госпожа искренне почитает Будду. Будьте добры сердцем. Наверняка это поможет избежать смерти. Относительно вашего мужа это нечестное дело. Продажа поддельной продукции, сокращение зарплат, даже беспокойство слабых. Невидимка искал его. Пожалуйста, помогите моему мужу. Я готова заплатить жизнью. Бред, у нас есть деньги. Мы можем дать невидимке. Это верно. Демон! Он забирает жизнь! Свалите! Шустрее! Кручу-верчу, запутать хочу! Свалите все в сторону! Вор, ты хочешь съесть меня? Я сначала покормлю себя. Постарайся не почувствовать сладости. Проклятый монах, ты дашь мне поесть хоть что-то? Невкусно? Я проглочу тебя. Ты съел много людей, ты раскаиваешься? Нисколечко, что ты можешь сделать? Ты не спас ребенка! Родишь еще раз. Ты такой кость в хвосте, я нападу на его язык. Да. По крайней мере, поприветствуй. Не ешь меня, не ешь меня! Нет, бабуля! Мешает. Ты притронулся ко мне. Я вас не запятнал, кто-то стрельнул в меня.
Не зная самого себя, хочешь получить прибыль? Я побью тебя! Осторожно! Это правда больно. О, Господи, как воняет! Не надо благодарности. Я спас тебя! Вот это хребет! Амитабха! О, какого черта? Наставник, называйте меня братом. Я чувствую себя неудобно, несмотря на высокое положение и молодость. Если тебе это не нравится, называй дядя ученика. Не будь просто как сестра. Наставник, что они делают? Так здорово. Твой дядя-наставник получает большое дело. Жена Цоу хочет сына. Он помогает в этом. Сколько бассейнов это стоило? Наставник дядя. Дядя, а вы в порядке? Плохие парни, умаленные люди. Мне пришлось идти рука об руку с ними. Брат, что это значит? Это было неприятно, не знаю. Как мой коготь. Дядя, это упало. Этот материал не очень хорош. Я готов. Если бы не ради сохранения моего положения, наш мальчик, я не сидел бы в этом храме в трущобах. К счастью, генерал дал мне 10 тысяч тайлей для молитвы. Я потратил только 3000 тайлей, а получила еще 7000. Ежедневно генерал встречается с Чуэнь Мэй. Чуэнь Мэй придется убить. Может быть, генерал ничего не сможет? Завтра спустись с горы. Иди домой. К родителям. Побудь с кузиной. Эта возможность так же хороша. Наставник, это тактика. Она не верна Цоу. Буддизм учит нас не говорить о других людях. Я всегда старался найти свою настоящую любовь. У меня тысячелетняя память. В течение 1000 лет я изучала эту древнюю науку. Ибо моя судьба найти способ, как сделать это быстрее. Оказывается, результаты верно приведены. Как верно это движется. Сейчас проявилась энергия старого невидимки Тянь-Шаня. Сестра, ты можешь вернуться увидеть 1000 лет.
Может, одолжу видеть лицо реинкарнации Цинь-Цинь? Цинь-Тун. Цинь-Тун. Где ты на самом деле? Сестра, оно созрела? Да, тогда мне придется остаться здесь. Я была с тобой 7 дней и 7 ночей. Когда кто-то не спал, а кто-то спал. Скорее отдохни. Я здесь посторожу. Я опоздал. Ты не злишься? Не злись, мы сражались против очень жестоких драконов. Ты избила бы его до беспомощности. Было сказано, что ты скоро придешь сюда. Фуху, похоже, вы устали и голодны. Я принес вам хорошей еды. Я не устал. В любом случае, вы устали. Гуляйте. Я правда не устал. Цинь-Тун, я все еще беспокоюсь. О чем? Я боюсь, если старшие боги узнают о наших отношениях. Ведь это большое нарушение правил Небесного Дворца. Мы покинем мир богов. Ища место за пределами третьего мира, я не брошу тебя. Надо наказать. 3000-й Новый год мог принести плоды. Они нарушили правила богов. Вы должны подождать еще 3000 лет. Да, придется ждать еще 3000 лет, чтобы съесть Фаньтоу. Они должны быть наказаны. Хотя они виноваты. Но, пожалуйста, простите их. Они оба нарушили правила неба. Если это не наказать, правила не будут соблюдаться. Скажем так, пусть они отбудут наказание в течение 100 лет в человеческом мире. Подумайте об этом. В любом случае, они мои ученики. Я решила, наказание не будет обычным. Вы имеете в виду любовь и ненависть в их сердцах? Потому что любовь приносит беду сама по себе. Законом я отправляю Иню в человеческий мир на 100 лет. Вы пьете воду забвения любви, и вы никогда не сможете встретиться. Исполняйте немедленно. Не выпив воду забвения любви, но пожелав принять трудности. Поскольку люди испытывают страдания, ты никогда не сможешь встретиться с Цинь-Туном и не поговоришь с ним снова. Зачем беспокоиться о себе? На самом деле, я могла решить забыть об этом, но я не хотела его забывать. Цинь-Тун, уже
Уже прошло 1000 лет, 5 месяцев, 6 дней. Но в моей голове печать. Я не знаю твоего лица в этой жизни. Твое лицо, может быть, одним из них. Новая служанка правда уродлива? Расходимся. Я Лань Саньпо. Я Джуитай. Джуиньяй? Да. Неудивительно, что я чувствую равенство с тобой. Ты тоже имеешь такое чувство, да? Давай пойдем. Хорошо. Встреча в прошлом, верно? Смена места встречи на этот раз. Я пыталась встретиться с ним. В конце концов, мы же можем полюбить друг друга. Чунтун, теперь просто положусь на тебя. Хорошие новости. Мы рано открываемся. Налетай, торопись, покупай живопись. И готова служить вам. Барышня Хва-Хва готова служить. Барышня Хва-Хва, правда красиво. Как тебя зовут? Я ем козлятину. Не ешь своего брата? Эй, мальчик! Слуга! Слуга! Слуге правда тяжело работать? С раннего утра он ищет клиентов. Его зовут Эркоу. Абсолютно бесстыдный. Ранним утром он ищет ради дела его жены. Его жены? Его жена Хва-Хва. Она не бесстыдна. Но что за бедный парень? Пожалуйста, ешьте. Монах даже не ест мясо. Вы праведный монах. Употребление козьего мяса, образование комков крови. Лучше посмотрите на Хва-Хва. Я дам тебе скидку в 50%. Сегодня вам не повезет. Может быть, вас даже побьют. Жена! Как вы можете смотреть на свою жену? У меня самая уродливая жена. Тут большая возможность быть избитым. С тобой все в порядке? Очень больно. Он ударил тебя? Что с ним не так? Мне плохо послужили. Я толкнул. Сожалею. В следующий раз она вам хорошо послужит. Она ужасная и самая уродливая. Мне жаль, но тут нет дела. Не послушайте мне хорошо. Будете все еще там в следующий раз. Скажите, как вас развлечь? В следующий раз, приходя, не берите свои деньги. Вы счастливы? Бить вас весело. Мясо! Твое предсказание точно! Эркоу! Хва-Хва! Ты в порядке? Ты там как держишься? Посмотри на свое избитое лицо. Я рад. Мои волосы жесткие от рождения. Извините, я ударил вас?
Всего 2 ножичка, и я заберу твою жизнь! Не торопитесь, я не закончил говорить. У вас 36 видов оружия? Надо же, 36! Я не боюсь твоего колдовства! Вы все еще можете стать евнухом. Кроме того, вы пообещаете, что больше не побеспокоите Эркоу и его жену. Я обещаю! Хорошо. Где еще ножи? В вашей заднице. Амитабха. Благодарю вас. Вы прекрасны. Все это произошло из-за кармы в вашей жизни. Раньше вы побеспокоили его, и теперь вас постигло возмездие. Что вы посеете, то вы и пожнете. Вы должны мне баранину. Да? Извините. Что это значит? Это не важно. Можешь ли ты по-прежнему принимать гостей? Попробую. Слышь, бармен, мне нужна мечта. Кончилось. Ничего больше? Все кончилось. Все вино? Та девушка купила все. Посоревнуйтесь с ней. Если вы выиграете, вы сможете выпить вина. Я могу выиграть выпивку? Да. Как здорово! Давайте. Тост! Бухай! Это ничего не значит. Так что люди бессмысленны. Каждый день выигрывают, желая проиграть. Раз люди бессмысленны, вы можете стать собакой. По твоим словам, в конце концов, откуда столько невидимых? Я не могу побить их. Я тоже не знаю почему. Мой наставник говорит, мир скрывает много чего, и я могу бороться с невидимками. Как давно в этой области? 7-8 лет. Я хочу кое-кого найти. Я даже чуть не умерла от усталости. Но все еще не нашла. Возможно ли, что вы ищете призраков? Призрак не тень. Знаете, я не выпила воды забвения любви. Вода забвения любви? С юности я следовала за мечтами.
Я просто хотела идти вперед. Все что-то непредсказуемое, наконец, спит. Дай мне воду забвения любви. Заткнись! Ты знаешь, я так смертельно устала. Если ты увидишь меня, ты узнаешь мои чувства. Если ты не сможешь увидеть, подумай обо мне. Чихать за меня тоже хорошо. Чихать? Посмотри. Посмотри на солнце. Ночью смотрится как солнце. Чего? Солнце в небе. Ты болен? Откуда ты знаешь? Давай выпьем воды забвения любви. Ух ты ж, теперь в невидимке стали еще красивее. Атмосфера также стала напряженней. У этого монаха золотое свечение. Непредвиденно. В удаленном месте все еще есть очень способные люди. Спасибо, что помогли мне избавиться от ядовитых змей. Твой отец — ядовитая змея, умножающая зло. Необходимо медитировать под ногами буддистов в течение 1000 лет. Выпей немного моей крови, и я смогу тебя вытащить. Чуэр и Мейер здесь, отец. Чуэр. Со входа во дворец. Как там задание, данное тебе? Папа, простите нас. Королева-мать, главный евнух, командующий армией Юйлинь, мы их заполучили. Как насчет императора? Войдя во дворец, он пристально смотрел на меня и Мейер. Но мы могли приблизиться только к его телу. Без способа получить его энергию. Каждый раз, когда вы хотели ввести яд в его рот, тело начинало сиять.
Все это связано с тем, что вы невидимки. Вдобавок, вы хотите навредить Императору. Дух в теле Императора способен сражаться с вами. В первую очередь контролируйте это. Со временем он станет беспомощен и сможет контролировать только свое тело. Со временем все люди мира будут под нашим контролем. Есть ли способ контролировать дух Императора? Тот, кто обладает магической силой против этого. Я приготовил для вас хорошей еды. Быстрее насладитесь ею. «98 безуспешных стрижек. 99-й раз также безуспешный. Бог несправедлив. Отойди! Сегодня, если мы не отрежем твои волосы, то отрежем голову! Господин, я должен много денег наставнику, да? Блин, и это сломалось. Жаль, что нет бензопилы. Мочи! Разве ты был оружейником? Откуда ты знаешь? Твой путь предал тебя. Я никогда не наврежу людям, почему мне надо принять этот путь. Этот мальчик как дьявол. С детства может все. Я думал, что это дар Божий. Но он не помнит прошлого. Если не вскрыть его башку, его сила ограничена. Я знаю, кем он мог быть. Сердитым Буддой? Может и так. Он когда-нибудь ругал вас? Если я когда-нибудь ошибусь, посмотрите на меня. Это как? И вот туда тоже. Пожалуйста, уважьте меня. Никто не верит, что я монах. Кто не хочет быть лысым монахом? Почему бы не дать мне такую возможность? Ты попробуй с остальными статуями. В чем моя вина? Я кланяюсь вам. Почему вы с закрытыми глазами? Почему я не могу исправиться? Я сделал большую ошибку в прошлом. Теперь мне воздает моя карма? Срок еще не раскрыт. Небо и человеческий мир остались прежними. Когда-нибудь ты увидишь ее. Ее? Что это? Ее во сне. Быстрее, скажите мне. Что ты делаешь? Как сдвинулись статуи Будды? Это не я. Это вот те двое. Вы двое. Быстро возвращайтесь на свои места. Подождите, я ударю тебя. Избейте его. Говорите нормально и не бейте по морде лица. Я ударю тебя по лицу. Я сказал тебе, что ты не ударишь мне в морду лица. Не могу поверить.
Почему еще не готовы? Разве вы не говорили, что уже подходящее время? Там сумасшедший ученик! Восстание! Сумасшедший монах? Взять его! Есть! Меня неправильно поняли! Не бейте, не бейте! Бежим, пацаны, бежим! Роняем кал! Наставник, вы стали монстром? Я не монстр, я твой брат Фуху. Ты Шань Лунь Лохань. Шань Лунь Лохань? Я наблюдаю за тобой в человеческом мире. На самом деле ты из мира богов. Я взял тебя, чтобы увидеть Иню. Иню? Ты увидишь себя. Каждые 3000 лет созревают новые плоды. Нарушение правил неба. Иню наказан отправлением в человеческий мир на 100 лет. Выпить вот забвение любви. Никогда не сможете встретиться. Немедленно исполняйте. Я знаю. Девушка во сне, Иню. Наставник, вы в порядке? Вы изменились назад? Теперь ты должен немедленно позвать Тяньшаня. Вызови чудовище Тяньшаня. Почему я должен победить его? Я не знаю, я просто говорю тебе. Вы правда в порядке? У вас голова кровоточит. Чего? Как так? Так лучше? Да. Все нормально, все хорошо. Все хорошо, все замечательно. Госпожа, ваше сердце нехорошее. Ревнивое, жадное, мерзкое. Так что не будет никакой награды. Я здесь, чтобы помолиться за вашего сына. Но это совершенно неискренне. Будда вам не поможет. Добродетель получает хорошую награду. Надеюсь, вы отпустите свои плохие мысли. Извините. Будун, ты на самом деле бог. Я отведу тебя, чтобы увидеть Иню. Ее? Прошла уже 1000 лет. Очевидно, ты стал монахом. Помните, приемный отец говорил, что существует большой враг? В то время они объединились, чтобы поймать меня. Я был схвачен. Под ногами Будды. Моя драконья кость сломана. Это большое оскорбление для меня. После 500 лет мне повезло, что я смог убежать. Наконец, кости дракона смогли отрасти обратно. И он, Цинидун, наказан пребыванием в человеческом мире, потому что нарушил правила неба. Теперь он имеет человеческое тело. Это моя возможность для мести. Мы поймаем монаха. Нет. Я хочу, чтобы вы нашли женщину, которую он любит. Иню. Цель приемного отца – использовать женщину против императора? Верно. Где красивая женщина? Какая еда хороша? Неожиданно у меня есть все.
Но я могу съесть только банан. Там еда, есть еда. Слуга, слуга. Брат очень сердит? Какая еда самая вкусная? Лапша с фрикадельками из рыбы. Лапшу с фрикадельками из рыбы. Фрикаделек из рыбы нет. Лапшу с мясом. Нету. Лапшу. Нет муки. Так что у вас есть? У меня ничего нет. У вас нет ничего, чтобы поместить в меню еды? Все продано. Я иду такая вся, на сердце рана. Слезы душат, и я в плену обмана. Но я иду все такая, в дочь кабана. Цень пища. Нет. И что? Капитан Америка. Мьёльнир! Я очень зол. Ты победил. Я сказал тебе не покупать поддельные товары. Сколько раз еще тебе повторить? Слышь, это не подделка. Беги! Капец ты жуткий. Похоже, я видела это чудище. Похоже, Одноглазый монстр? Точно. Это Тяньшань. Ты туда, затем атакуй. Осторожно! Не повреди его глаз! Отлично! Это мой тип! Осторожно! Это не зубная щетка! Вы, ребята, атакуйте снизу! Эй, сюда! Тут красивая женщина! Не причиняй больше проблем!
Не могу. Эта подстрячая кожа очень жесткая и совсем не просвечивает. Волосы монаха жесткие, их можно бы использовать. Монах, хочешь полетать? Я не птица, как мне летать? Немного рассердись, конечно, и сможешь летать. Сердитая птица? Angry Bird! Сильнее, сильнее! Вы делаете это без моего разрешения, я очень злюсь! 1, 2, 3, не смотри только! Пошли. Сестра, наконец ты узнаешь, какие глаза тебе надо. Что ты хочешь сделать? Его большой глаз — это его гордость. Мы присудим за тем, куда они пойдут. Ты такой молодой для занятия спортом. Посмотри на меня. Мое тело больше. У меня он тоже не маленький. Желудок. В моем доме не стоит беспечно шататься, а также касаться вещей. Принимаем ванну и спим. Завтра утром на улицу. Ты слышала ее? Ты слышал кое-какое высказывание? Нет. Войди однажды в ее дом и завоюй сердце женщин. Отказаться пить воду забвения любви значит желать принять страдания. Ты никогда не видишь Цинтуна. Не поговоришь с ним. Зачем беспокоить себя? Если старший бог узнает о наших отношениях, это будет большая ошибка. Мы покинем мир богов. Найдем место за пределами третьего мира. Я не брошу тебя. Ты бог. Я взял тебя, чтобы увидеть Иню.
Эню наказана отправлением в человеческий мир на 100 лет. Выпейте воду забвения любви. Вы никогда не встретитесь снова. Кто это на самом деле? Что ты делаешь? Как давно в этой области? Я 7-8 лет. Я в этой области хочу кое-кого найти. Наконец, я чуть не устала до смерти, до сих пор не нашла и тени человека. Знаешь, я не выпила воду забвения любви. Молодые преследуют мечту. А я просто хочу двигаться дальше. В конце концов, хоть поспать еще раз. Цинтун, я искала тебя сотни лет. Наконец, я знаю, как выглядит твое лицо. Прости. Я допустил, что ты так долго искала меня. Если знаешь, я не пил воду забвения любви. Это правда делает людей такими чувствительными. Кто вы? Вам не жарко носить столько одежды? Костюм дракона. Только король одевается так. Ядовитый дракон Северного моря? Наконец ты узнал меня. Старый драконишка, ты же сдох. Твою шкуру содрали и сломали кости. Сегодня у тебя зудят кости. Сегодня я хочу ее увести. Хочешь забрать мою богиню? Не так просто. Хочешь убежать? Мастерство мечей.
знаешь, что у кошек 9 жизней? У меня есть еще 18 мечей. Убила мою дочь? Мастерство мечей. Не убивай его! Цинтон! Сегодня я не могу убить его, но ты должна сделать для меня одну вещь. Я вас выслушаю. Съешь Тянь-Чань. Цинтон. Цинтон. Дочь. Нет. Нет. Если ты съешь Тянь-Чань, твое сердце будет закрыто. Если ты будешь сражаться, он съест твою плоть. Раз так, как я могу убить тебя, зависит от твоего поведения. Идите первым, а я закончу. Хорошо. Чуэр. Цинтон. Не нужно беспокоиться. Все нормально. Мне нужна вода. Все нормально. Все хорошо. Крепись. Если ты съешь мою змеиную душу, яд пропадет, сила восстановится. Где она? Теперь она во дворце. Старшие чиновники хотят заменить императора. Ему нужно, чтобы она забрала энергию императора. Ее заставили проглотить Тянь-Чань. Я не хочу видеть, как ты умираешь ни за что. Мне нужно идти. Шан Лун.
Старшие чиновники рушат правительство. Небесный дворец в ярости. Теперь король неба смилостивился. Если ты сможешь достать 3 вещи, твоя сила будет восстановлена. Не теряй верности. Если твоя божественная сила восстановится, ты сможешь избавиться от ядовитой змеи. Какие 3 предмета? Слезы плохих людей, самооценка мелочного человека, дыхание людей в любви. Все это единое целое может восстановить твою божественную силу. Слезы плохих людей, самооценка мелочного человека, дыхание людей в любви. Но помни, что ты должен быть одинок, пока делаешь это. В последнее время, правда, голова кружится. Вечно слышится таинственный голос. А теперь, где это искать? Я знаю, где искать. Мы открываемся рано. Побойтесь вернуться домой поздно вечером. Приходите сюда, прежде чем жена узнает. Молодой человек, вы очень сильный. Входите. Эркоу. Спасибо за твою помощь мне. Я должен вернуть тебе услугу. Кстати, сегодня есть время. Пожалуйста, входи. Сегодня вы должны ответить моим друзьям. Мы, монахи, не можем войти в место разврата. Не ссы в трусы, монах. Это ж только мы знаем, верно? Сегодня я хочу, чтобы вы ответили моему другу. Я тоже могу ответить. Но я сначала смажу вазелином. Чувак, о чем ты думаешь? Я хочу твоей гордости. Гордости? Дуй на кухню и достань соль. Хорошо. Нет, я хочу твою оценку себя. Что? Самооценку? Она дает людям вас уважать. Не смотрите на себя свысока. Вы можете рассмеяться, рассердиться и не заботиться обо мне. Но я должен зарабатывать деньги. Моя семья должна же что-то кушать. Папа! Это... Монах. Такие люди, как мы, совсем не используем самооценку. Я зарабатываю деньги для Сяо Коу, чтобы он учился в школе. Учитель отказался принять ее. Родители нехорошие люди. Вы должны найти свою гордость. А как насчет Сяо Коу? Вы здесь навсегда? Да где найти самооценку? Не расходитесь! Вы пришли не вовремя. У Хвахва сейчас нет времени. Она будет служить вам. Я здесь, чтобы собрать долг. Мы должны вам деньги? В то время он играл в игры и проиграл. Он говорит, что я принес несчастье. Я хорош, как один Таэль. У меня нет денег. И он хочет сломать мне ноги. Я поговорю о долге сначала. Вы правда относитесь к этому серьезно? 2 недели, 1 Таэль. Добавим цветы, 40 Таэлей. У нас не так много денег. Ты хочешь моей жизни? Также можно продать 2 детей. Нет. 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 Стой. А это ты? Тебе того оказалось мало. Черт! Без мордобоя. Давай. Почему вы не напомнили мне? Я же сказал. Голос должен быть громче. Я сделаю перерыв. Позвольте! Ему больно, нет сил, вперед! А где все? Вы пришли сюда побить людей или собрать долг? Не бейте меня снова! Не бейте меня снова! Я хочу выколоть твои глаза. Что, еще осмеливаешься взглянуть на меня? Иди сюда, быстрее! Нет! Нет!
Хва-хва! 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 Хва-хваюшка! Ибо тень! Отпусти, отпусти! Я сдаюсь! Сдаюсь! Не убивай меня! Осмелишься еще побеспокоить людей? Нет, прости, Эркуо. Я нашел чувство собственного достоинства. Саморазрушительно здорово. Вы заново открыли свою самооценку. Моя сила уже частично вернулась. Что случилось? Хва-хва. 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 Я никогда не давал тебе жизни, которая удобна следующей жизни. Я уверен, что заработаю для тебя. Мама! Папа! Вставайте! Амитабха, покойтесь с миром. Я плакал, но мои слезы были бесполезны. Я сирота. С молодых лет я никогда не видел мать свою. Я уничтожил их семью. Я завидовал, что у них есть семья. Я виновен. Я должен хорошо заботиться о двух ваших детях. Слезы плохих людей, дыхание людей в любви. Моя энергия восстановилась. Скорее спаси Иню. Идем. Ваше Величество! Ты такая красивая. Редко женщины могут привлечь мое внимание. Мне стыдно. Пожалуйста, закройте глаза.
Пожалуйста, отпустите меня отсюда. Старшие чудовики хотят захватить вашу власть. Он приказал мне, чтобы вы проглотили жемчужный яд. Пошла против моего приказа? Твоя жизнь кончилась. Ир! Тянь-Чань был более 3 дней в твоем желудке. Это тело когтя. Вторжение! Защитите меня! Какой страшный человек-паук! Похоже, вы хотите получить... Забери свое дыхание. Недостаточно. Она сказала, что это дыхание влюбленных. Зачем мне лгать? Может быть, все еще недостаточно? Нет. Следуй за мной. Сколько у тебя жизни, драная кошка? Ир! Тигровый коготь! Только с такими способностями ты хочешь забрать мое сердце? Это не может быть ваше сердце! Это может быть ваша почка! Мои почки! Ир! Быстро! Быстро отдай свою змеиную душу! Моя сила восстановится! Моя душа змеи отдана ему. Тварь! Я 1000 лет искала.
Тебя. Я знаю. Хотя я в твоих руках. Я довольна. Если существует следующая жизнь, ты должен узнать меня. Кир. 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 Видно, это последнее дыхание любви. Не грусти. Иню и Фуху ушли. Теперь ты можешь отправиться назад в замок небес,
стать Фанни Лунолоханем. И не ушла. Зачем мне возвращаться? Мне лучше в человеческом мире истреблять злых духов, раскрывать коррумпированных чиновников, приносить правосудие людям. Ты не хочешь возвращаться в мир богов? Верно. Я хочу остаться здесь. Отлично. Она принадлежит Иню. Я сделала ее маленькой птицей, которая будет всегда сопровождать тебя. Я благодарен вам за вашу щедрость. Будун остался жить в человеческом мире. Поддерживал справедливость и всегда делал добрые дела. Люди, которые узнали его доброту, прозвали его Цзикун. Роли озвучивали Лейн и Дарк Колони. Перевод и тайминг Лейн. Подписывайся в официальную группу ВКонтакте и следи за своими любимыми дорамами. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.交错纠缠连成线，牵着你我生命蔓延无交界，离别以后死去之前不相见。人生多傲贱，梦里面化成水莲，还未苏醒就已不成眠，爱恨丝丝点点交错纠缠连成线，风沙漫天还能忍住你容颜，今生以后转世。